В прямом эфире чеченские вести. Я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 27 июля. От сердца к сердцу. Сегодняшний благотворительный обед – это возможность выразить наше уважение к этим ценностям через реальные добрые дела. Торгово-промышленная палата провела благотворительную акцию в поддержку палестинцев. Горы преображаются. Особенностью станет то, что здесь будет конный двор, где будут содержать лошадей. В Веденском муниципалитете в рамках нацпроекта возводятся социальные объекты. Уборочная компания. Средняя урожайность составляет около 50 центнеров с гектара. Это хороший показатель для нынешнего сезона. Аграрии активными темпами убирают зерновые культуры. Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры работы операторов ударных БПЛА мотострелкового полка «Ахмат Кавказ» на Ореховском направлении в Запорожской области. Дроны ведут круглосуточную аэроразведку, выявляя и поражая военные объекты противника, в числе уничтоженных целей, пункты управления беспилотными системами, склады боеприпасов, средства связи и другие объекты. Работой операторов руководил командир Хусейн Межидов. Глава поблагодарил бойцов за успешное выполнение поставленных задач. Из международного аэропорта Грозный в зону СВО вылетел очередной спецборд с добровольцами. На протяжении 2 недель под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа они проходили интенсивный курс боевой и медицинской подготовки. В их числе представители самых разных регионов страны. В путь их проводили представители республиканской власти. В очередной раз мы собрались в Чеченской Республике по зову сердца, по призыву главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с начала военной операции на территории Донбасса и Украины взял на себя основную нагрузку именно по отправке к местам проведения СВО бойцов из Чеченской Республики, в частности из Росгвардии, из МВД и наших боевых товарищей, боевых братьев, добровольцев из всей нашей необъятной родины России. Благодарим руководителей, а также инструкторов. Также хотелось бойцы от вашего имени поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, нашего первого президента Чеченской Республики, который с начала военной операции на территории Украины и Донбасса обеспечивает добровольцев, снабжают после отправки всем тем, что необходимо именно для бойцов. Мы взяли благородное дело на себя, и мы собрались сегодня здесь. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. За нами правда. Бойцы, обеспеченные современной экипировкой и оружием, по прибытии они пополнят ряды легендарного спецназа «Ахмат». Среди них есть как опытные, так и новобранцы. По словам самих добровольцев, чувство долга и ответственность за родину стали главными мотивами их решения. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии уничтожили крупную партию оружия и боеприпасов. Они изъяты, добровольно сданы или найдены на территории Чеченской Республики, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Работы проводились в присутствии специальной комиссии с соблюдением установленного порядка. Изделия приводили в состояние полной непригодности, после чего уничтожали на предназначенном для этого полигоне. За несколько дней специалисты вывели из оборота более 2000 единиц огнестрельного оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.
Торгово-промышленная палата провела благотворительную акцию в поддержку палестинских беженцев. Она приурочена к 75-летию со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. К инициативе также присоединились Аргунский мясокомбинат и производители мукомольной продукции «Колос». Об атмосфере праздника в репортаже Мадины Кураевой. Аромат свежеприготовленного плова объединил десятки семей. Дети с интересом наблюдают за процессом готовки, а взрослые помогают. Благотворительная акция приурочена к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ее организовала торгово-промышленная палата при поддержке партнеров. Ахмат Хаджи Кадыров посвятил свою жизнь служению людям, защите мира, укреплению духовно-нравственных ценностей и взаимопомощи. Забота о нуждающихся, милосердие и поддержка тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, всегда были важной частью его жизненных принципов. Поэтому сегодняшний благотворительный обед – это возможность выразить наше уважение к этим ценностям через реальные и добрые дела. Мы хотим, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свою родину и пережили тяжелые испытания, чувствовали, что они не одиноки, что есть рядом те, кто всегда готов их поддержать. Не словами, а делом, поступками. Пока повара готовили блюда, волонтеры накрывали столы. Для детей этот день стал настоящим праздником. Большое спасибо, Рамзан Кадыров. Организаторы отмечают, что такие акции стали доброй традицией. Они отражают ценности милосердия, взаимопомощи и заботы о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Принципы, которым следовал герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Здесь проживают 42 семьи. Это более 200 человек. Для них подготовили горячий плов, выпечку, соки и другие угощения. Главное в этой встрече, как отмечают сами жители городка, это внимание и поддержка, которые особенно важны вдали от родного дома. Особые слова признательности прозвучали от представителей палестинской общины. Они поблагодарили главу региона Рамзана Кадырова за оказанную поддержку и создание условий для безопасного проживания в республике. Здесь проводим хорошие акции сегодня, и они нас приготовят плов, еду и раздают наши семена. Это садакаты от нашего Ахмата Хаджи Кадырова. Это все приготовят, это все принесли наши братья. Благодарность и всего хорошего им, и чтобы они на нас всегда смотрели, даже они не здесь тоже не помогают, только здесь палестинские, они тоже помогают наши родные Палестина, более миллион там получает огромную гуманитарную помощь. Это все, не знаем, как можно сказать, наши родные в Чеченской Республике, особенно наши брат Рамадан Кадыров, все огромное спасибо. Теплый прием и искренние улыбки стали главным итогом этой встречи. Благотворительная акция объединила всех участников вокруг общих ценностей: милосердия, взаимопомощи и уважения к памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Гродненский международный аэропорт встретил традиционным вводным салютом первый регулярный рейс по маршруту Анталия-Грозный-Анталия. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю. Прямые рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwinds Airlines. Дорога из курортной Анталии в чеченскую столицу займет всего 3 часа. Репортаж Штурпалали Тайсумова. Горизонты возможностей для полетов расширяются. В Чеченской Республике начал действовать новый рейс по маршруту Анталия-Грозный-Анталия турецкой авиакомпании Tailwind Airlines. Полеты начинаются с 27 июля, 2 раза в неделю, понедельник и пятница. По международным рейсам и внутренним рейсам сегодня по этой программе первый раз прилетает новая турецкая авиакомпания Tailwind «Попутный ветер». Эта компания будет летать с сегодняшнего дня на Турцию, Анталия. Будет перевозить наших пассажиров соседних регионов на отдых туда и обратно. Это очень приятная новость для наших жителей, для аэропорта тоже. Я думаю, что это во многом создаст конкуренцию между... Это 3-я компания, которая сегодня летает в летний период на Анталию, в Турцию. У нас летает Ютейр
Аэрофлот и турецкая авиакомпания «Попутный ветер». 3 компании, будет конкуренция, будет снижение цен и будет комфорт для наших пассажиров по ценовой политике и по обслуживанию тоже. Это увеличение пассажиропотока, причем не только жителей России, но и гостей из Турции. Первый самолет уже производит посадку. И вот первый рейс новой авиакомпании встречают водным салютом. Пассажиры вскоре выйдут на трап. Некоторые из них в первый раз откроют для себя город Грозный. И можно не сомневаться, останутся довольными. И как нам стало известно, в Грозный некоторые гости прибывают далеко не в первый раз. Саид навещает здесь свою семью. Сам он работает в турецкой провинции. Но каждый визит сюда дает новые эмоции. Я каждый раз, когда приезжаю, я удивляюсь, что действительно Чечня, Грозный очень быстро поднимается и к лучшему идет все. Мы постоянно летим или в Владикавказ, или в Махачкалу. А мы хотим прямой, чтобы в Грозный летели. Ну, первый раз вот первым рейсом пролетели, очень довольны были. В общем, хорошо. А ведь это не только возможность регулярных рейсов в другую страну, но также экономия времени. Меньше ожиданий, больше возможностей. Турбо, Лолита Исумов, Сайтимин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». Впервые в программу состязания вошла новая номинация «Техник-протезист». Конкурс ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты России в рамках федерального проекта «Человек труда». Площадкой для участников СКФО стал грозненский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. В этом году первый раз проходит лучший по профессии техник-протезист. Именно в Северо-Кавказском округе именно выбрали площадку грозненского филиала, которые будут соревноваться техники-протезисты давлением протеза нижних конечностей. И кто выиграет, он будет дальше проходить федеральный уровень и будет награжден Минтрудом России. За звание лучшего борются 7 специалистов, 3 из них представляют нашу республику. После торжественной церемонии открытия мастера протезного дела приступили к первым испытаниям, выполнили тестирование кейс-задания. Программа конкурса рассчитана на несколько дней. Профессия техника-протезиста уникальная и требует сочетания инженерных знаний, точности, механической обработки и глубокого понимания потребностей пациента. На сегодня профессия техник-протезист, наверное, является очень важной и востребованной в нашей жизни. Новый ресторан, база отдыха и автозаправочная станция. В Веденском муниципалитете в рамках национальных проектов активно развивается инфраструктура. Также на финальной стадии строительства мечеть и музей имени Зелимхана Харачоевского в национальном стиле. Репортаж из Высокогорья Лейлы Муртазовой. От туризма до социальной инфраструктуры Веденский район уверенно воплощает в жизнь национальные проекты. Сразу несколько объектов находятся на разных стадиях строительства. Один из первых готовится к открытию ресторанный комплекс с уютными зонами питания и площадкой для просмотра фильмов. Здесь можно будет провести семейный досуг или культурное мероприятие. Все современные сооружения переплетаются с окружающей природой. Жители смогут не только провести хорошо время, но также насладиться видами. В селе Харачой в активной фазе строительства находится мечеть и музей в честь Зелимхана Харачоевского. Они возводятся из натуральных камней и станут не только архитектурным украшением района, но и важными духовно-культурными объектами. وند عيش كارتيو ماجد طول دعني سبيش شوحبل تقبلن بولش بوغند عبلش تكبر يوخ شوحبل بلش أرها داتن يشتوي يشيو شوح زالم خنو خل هم نشخيريو لق سور تشخير دو خار شوي تايبن خلاتس داخر بقي ناخ فيترانش لق اشتو شوح شيخيل ديزك دو دعني ستي دخوي دا الموضوع. Появление активной базы отдыха «Горец» откроет новые возможности для развития внутреннего туризма и сделает Веденский район еще привлекательным для посетителей.
Еще один уникальный проект, который реализуется в районе, это раньше с просторной территории отдыха. Сейчас на месте ведутся подготовительные земельные работы. Особенностью станет то, что здесь будет конный двор, где будут содержать лошадей. Высокими темпами идет строительство автозаправочной станции в селе Ведено. Готовность объекта уже превышает 60%. Реализация этих объектов позволит создать рабочие места, поддержать развитие среднего и малого предпринимательства. техник безопасности шамилил хума اشتحوصا حوصيج عدل دادوش تشخول شخال هزنيرسن يوشنا يوار مسو اور لاسدوش بول туристична охоза кафе хлац аш тукрик заправ хлац аш круглосуточный дом лилин тука хривоид ах лама заметик хриво туристична хоза болч беш болчна на чо юш. В настоящее время в Веденском муниципалитете продолжается реализация еще целого ряда проектов. Район не останавливается на достигнутом. Активно развиваются территории, создавая новые возможности для жителей и гостей, укрепляя основу для дальнейшего роста и благосостояния граждан. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. В поселке Алиханово идет реконструкция дорожной сети. К капитальному ремонту подвергаются сразу 5 улиц протяженностью 6 километров. Эти магистрали – центральные артерии поселка, от которых напрямую зависит жизнь местных жителей. О том, что уже сделано, в репортаже Медины Мударовой. Запах свежеуложенного асфальта. В последние дни для жителей поселка Алиханово это ни с чем не сравнимый аромат скорых перемен, признается семья Сулеймановых. Они с нетерпением ждали ремонта дороги, и теперь облик их родной улицы меняется буквально на глазах. Тем более центральная улица, очень удобно. Нет, после зимних морозов вообще. Сейчас будет красиво. На центральной улице техника укладывает новое покрытие. На объекте задействовано более 10 единиц спецтехники и 15 рабочих. Из запланированных 6 километров дороги уложено уже 1,5 километра. Толщина нового асфальта здесь составляет около 9 сантиметров. Всего работы охватывают 5 улиц, включая Тепличную, Рабочую и Белую. Ремонт ведется комплексно. Пока на одном участке продолжается укладка, на соседней улице дорожники проводят фрезерование, демонтируя старое покрытие для подготовки основания под асфальт. Новое полотно укладывается по современным стандартам и рассчитано на долгие годы эксплуатации. Полностью фрезеровать асфальт. Чтобы жителям города удобнее было. На машинах, на самокатах дети катаются. Благодаря скоординированной работе дорожных служб и всесторонней поддержке руководства, модернизация столичных окраин продолжается быстрыми темпами. Капитальный ремонт в поселке планируется завершить в ближайшее время. Уже скоро жители и водители смогут оценить все преимущества новой трассы. Медина Мударова, Седемин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. В Грозном почтили память детей, жертв войны на Донбассе. Памятная акция состоялась на Центральном христианском кладбище у мемориала героям Великой Отечественной войны. По инициативе Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов специальной военной операции участники боевых действий и их родственники возложили цветы к братской могиле. Мы видим, что сегодня творится в Донбассе и других регионах нашей страны. Сегодня очень многие наши соотечественники участвуют в операции СВО. И я хотел бы пожелать всем нашим гражданам, чтобы скорее завершилась эта война, и наши сыновья возвращались домой, и чтобы наши дети и дети Донбасса росли под мирным небом. В Грозном состоялась церемония установки купола на храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. В мероприятии приняли участие представители духовенства, республиканской власти и прихожане. Обряд освящения возглавил епископ Грозненский и Сунжинский Амвросий. Все подробности в следующем сюжете.
В Грозном завершен важный этап строительства храма в честь святого равнопостального князя Владимира. На главный купол будущего собора установлен крест. Торжественное богослужение чинно постановлением возглавил епископ Грозненский и Сунжинский Авросий. Сегодня мы совершаем молитву и благодарение Богу. Проходим очередной этап строительства храма, важный этап. И мне задали вопрос, а почему отдельным чином совершается освящение купола и креста. Этот чин стоит отдельно, потому что до того, как на это здание поставят купол и крест, оно почти не будет отличаться ничем от других зданий. История строительства Владимирского собора началась в ноябре прошлого года. Во время церемонии закладки был освящен закладной камень, а в основании храма заложена памятная капсула. Буквально короткий отрезок времени назад мы здесь собирались для закладки капсулы под строительство этого прекрасного храма. Прошло около 8 месяцев, и сегодня мы наблюдаем данный объект на завершающем этапе. Хочу от лица всех нас поблагодарить главу республики Рамзана Ахмадовича Кадырова и строителей, которые здесь на месте занимаются возведением этого объекта, которые работают в 3 смены, работают качественно, быстро. Поблагодарить каждого из них от лица всех нас, присутствующих, от лица тех, кто будет посещать этот православный храм. Друзья, в Чеченской Республике проживают представители 88 национальностей, разных конфессий. Для всех конфессий строится одинаковая инфраструктура, создаются все необходимые условия. Новый собор станет частью духовной инфраструктуры региона. Храм рассчитан более чем на 500 прихожан. Здесь также разместятся воскресная школа, приходской дом и территории для проведения просветительских мероприятий. На сегодняшний день завершены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций. Ведутся работы по обкладке кирпичом и обкладке натуральным камнем, установке окон, а также внутренним работам. Завершены работы по устройству причтового дома, в котором будет предусмотрены помещения для воскресной школы, для занятий с детьми, трапезная для встречи гостей, а также находится кабинет настоятеля храма, а также комнаты для проживания. После завершения собор станет новым местом духовного притяжения православной общины республики и символом согласия и уважения между представителями разных конфессий. Лейла Муртазова, Бекан Эбиев, Вести, Чеченская Республика. В машинно-технологической компании «Стандарт С» полным ходом идет уборочная кампания, убирает озимую пшеницу, лен и подсолнечник. Хозяйство полностью обеспечено необходимой техникой, что позволяет проводить работы в оптимальные агротехнические сроки. О том, сколько тонн урожая планируется собрать в этом сезоне, в репортаже моей коллеги. За рулем комбайна Анди Алдамов чувствует себя уверенно уже почти 2 десятилетия. С 2007 года каждый сезон для него начинается одинаково – с раннего выезда в поле. За годы работы он видел разный урожай, но неизменным остается одно – ответственность за каждый собранный гектар. уборки ойл ход قيخيت ойл قلم صغيرة سيرونو سموني بول بوير يل تعيير В Ачхой-Мартановском районе уборочная кампания идет сразу на нескольких участках. В хозяйстве машинно-технологической компании «Стандарт С» завершают сбор пшеницы. Сейчас здесь в самом разгаре уборочная кампания. На площади 70 гектаров убирают озимую пшеницу. Средняя урожайность составляет около 50 центнеров с гектара. Это хороший показатель для нынешнего сезона. После завершения уборки озимой пшеницы механизаторы продолжат на других участках. В хозяйстве уверены, своевременное проведение каждого этапа полевых работ – залог высокого урожая и стабильной работы всего агропредприятия. Растениеводство у нас расположено в основном в 3 районах. Это Сырноводский, Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы. Несмотря на тяжелые погодные условия в этом году, обеспеченность техникой, горюче-смазочными материалами позволяет нам выдерживать уровень прошлого года. Благодаря своевременной реакции и Минсельхоза Чеченской Республики, вмешательству лично министра, движемся по плану.
Современная техника позволяет проводить все работы без проблем и строго в оптимальные агротехнические сроки. На полях хозяйства выращивают озимую пшеницу, лен, подсолнечники и другие культуры. Урожай получился в этом году такой средний, нормальный, скажем так, выше среднего. Работы идут налажено, уборка идет к завершению. Посеяно всего озимой пшеницы 2258 гектаров у нас. Убрано на сегодняшний день около 800. Урожайность в среднем составляет от 40 до 50 центнеров. Для Анди Алдамова горячая пора продолжается. Каждый день он снова выводит комбайн в поле. Ведь за каждым убранным гектаром результат многолетнего опыта, труда всей команды и будущего хлебного урожая. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.